Президент Алан Гаглоев провел встречу с министром здравоохранения Сусланом Наниевым, который доложил об итогах рабочей командировки в Москву и о ситуации в системе здравоохранения по итогам инспекционной поездки в Лениногорский район. Уважаемый Алан Эдуардович, на полях конгресса, в котором я принимал участие по приглашению министра здравоохранения Российской Федерации профессора Михаила Борисовича Мурашко, мне удалось договориться с одним из региональных министров здравоохранения о командировании в Республику Южная Осетия в первой половине декабря офтальмологической бригады для диагностики и лечения пациентов в условиях РММЦ, больных катарактой. Данный вопрос не вызывает актуальности, так как по имеющимся в распоряжении статистическим данным Министерства здравоохранения в прошлом году было направлено больше 70 человек за пределы республики. В текущем году больше 40 человек за пределы республики для получения данного вида медицинской помощи. И тем не менее, все еще на учете состоит около 400 человек, которые нуждаются в данном виде операции. Когда они прибывают? Запланирована первая половина декабря. Глава государства поддержал инициативу Суслана Наниева и поручил выделить необходимые средства для приобретения оборудования, отметив, что реализация проекта позволит значительно сократить число выездов граждан за медицинской помощью за рубеж. Эта история, конечно, нужная, необходимая, поэтому мы тоже поддерживаем вашу инициативу. И параллельно дам указания о выделении денежных средств для приобретения этих хрусталиков, которые необходимы для проведения этих операционных вмешательства, проведения операций. Какое количество мы будем оперировать? На данный момент запланировано 50 операций, 50 людям. Очень хорошо. С вашей поддержкой данная инициатива будет продолжена. И хочу заверить людей о том, что мы в кратчайшие сроки прооперируем еще больше людей в условиях РММЦ. Будет отсутствовать необходимость выезда за пределы республики. По итогам встречи с представителями Министерства здравоохранения России принято решение и о создании бактериологической лаборатории для диагностики и лечения туберкулеза. На данный момент 301 человек находится на диспансерном учете. И для полноценной диагностики и лечения нам необходима бактериологическая лаборатория. Бактериологическая лаборатория нужна для изучения свойств бактерий с целью выработки дальнейшей тактики лечения. По этому поводу у меня состоялась встреча с заместителем министра здравоохранения Плотницким Андреем Николаевичем, и мое предложение поддержано. В кратчайшие сроки мы начнем решать эту проблему полноценно в соответствии со всеми порядками оказания медицинской помощи по профилю фтизиатрия. Суслан Наниев доложил и о результатах рабочей поездки в Лениногорский район. Вы проинспектировали Лениногорскую районную больницу. Что там у нас происходит? Совершенно верно, я провел выездной рабочий день в Лениногоре. В течение рабочего дня принял 26 человек. Люди подходили со своими жалобами и предложениями. Они касались отсутствия узкопрофильных специалистов в Лениногорской больнице. Также в течение длительного времени отсутствует врач Цинагара. И часть посетителей обратилась по поводу вопросов трудоустройства. Провел рабочее совещание с коллективом больницы, где все это было озвучено. Также я выслушал вопросы, проблемы и предложения коллектива больницы. Они касались и лабораторных обследований. Алан Гаглоев поручил представить предложения по стабилизации ситуации и усилить контроль за деятельностью лечебных учреждений. До конца текущей недели представить предложения по наведению порядка в районной больнице и в Цинегарской извольной группе, проанализировать и представить предложения по выправлению ситуации. Развитие системы здравоохранения и повышение качества медицинской помощи остаются ключевыми задачами государственной политики, подчеркнул Алан Гаглоев. Зарина Кочиева, Аринат Медоев, Сарват Гузитаев. Информационный выпуск сегодня.